Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главном. Поля, спорткомплексы и детские лагеря. Как вы? В порядке? В какие районы сегодня приехал президент и на что обратил внимание, расскажет Салават Мухаммадулиан. Пути открыты. Очень ждали. Мост получился замечательный. В Сабинском районе сдали и строят сразу два объекта, которые в разы улучшат движение. Их увидел Ирамиль Шайдуллин. И снова в бой, покой нам только снится. Каждый участковый врач, участковая медсестра записывает в мобильную поликлинику своих диспансерных больных, которые стоят на учете. С первыми пациентами вновь заработавших мобильных поликлиник пообщалась Алия Хайрудинова. Купить квартиру с первоначальным взносом всего 5%. Ну и хотелось бы, до сентября все-таки заехать. Как воспользоваться антикризисной акцией от Госжилфонда, выяснила Юлия Гоголева. Рекордный урожай и долгожданные социальные объекты. В Буинском и Тетюшском районах сегодня с рабочей поездкой находился президент Татарстана. Основная цель визита – ознакомиться с ходом уборочной кампании и реализацией госпрограмм по строительству. Чем удивил Юго-Запад Республики Рустама Минниханова и о рекордах хлеборобов Елена Веселова. Приветствую вас. Здравия. Коронавирусное приветствие и разговор тоже о пандемии. Рустам Минниханов призвал аграриев Тетюшского района не забывать о безопасности. На поле-то ничего не будет. Главное, чтобы там где-нибудь гости пошли, там не зацепили. Президенту доложили, в районе убрана практически половина сельхозплощадей. В закрома отправили 117 тысяч тонн зерна. Урожайность здесь рекордная – 57 центнеров с гектара. Активно работает, один из самых сильных. По накоплению удобрения они у нас в тройке. То, что касается уборки, тоже мобилизированы. Подготовка почвы, сегодня обработка зяби тоже у них практически 50%. В районе обновили и Кертелинский сельский дом культуры. Здание было построено почти полвека назад. Благодаря президентской программе в этом году сделали капитальный ремонт, закупили аппаратуру и костюмы для выступлений. Зрительный зал. Выполнен одежда сцены в национальном стиле. Все с учетом. Это отлично. Каких показателей добились на пашне, президент посмотрел и в Буинском районе. Здесь хлеборобы перешли экватор, убрав половину из 60 тысяч гектаров. Намолочено 125 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность, правда, ниже, чем у соседей – 42 центнера. Ну что, обратите внимание, какие вопросы? Сами сегодня вот республика тоже 2,5 миллиона тонн зерна намолотили, практически свыше 40%. Район тоже очень активно по уборке работает. Они экватор перешли, по воловке они у нас пока самые первые лидеры. В социальной инфраструктуре район прирос новым зданием суда. Здесь провели масштабную реконструкцию. Установили систему видеосвязи и аудиопротокол. Созданы все условия для людей. Человек приходит сюда за справедливость. Справедливостью. Среди судей высшим пилотажем считается, когда справедливость и законность совпадают, и люди с пониманием отсюда уходят. Еще одна новинка района – универсальный спортивный зал. На первом этаже площадки для соревнований по баскетболу, волейболу и мини-футболу. Этажом выше – тренажерный зал и помещение для занятий борьбой. Конечно, спортивная база нашей столицы, она мирового уровня. Но мы не только должны думать о столице, нам важно, чтобы в каждом муниципалитете были все необходимые условия. Мы практически в этом году завершаем, чтобы везде были бассейны. На сегодня в Татарстане построено свыше 11 тысяч спортивных сооружений, и работа будет продолжена. Благодаря этому половина населения республики уже активно занимается спортом. Елена Веселова, Дмитрий Аренин, Давид Абдулин, ТНВ, Тетюши, Буинск. В Камско-Устинском районе свои рекорды. Здесь к открытию готовится детский лагерь «Аргамак», построенный с нуля по республиканской программе. Сегодня его представили президенту. Впрочем, программа Рустама Минниханова была насыщенной. Он встретился с аграриями, попробовал виноград и оценил сыры местного производства. Салават Мухаммадуллин с подробностями.
Комнаты и условия проживания детей Рустам Миниханов осматривает лично. Это детский лагерь «Аргамак». Еще 3 месяца назад здесь было перекати-поле. Сейчас 4 корпуса, свой клуб, спортивная площадка, медпункт, столовая и летняя сцена. В планах еще амфитеатр. Лагерь может принять 90 детей одновременно. В каждой комнате свой санузел с душем. Плюс отдельные помещения для стирки. Лагерь построили в рамках президентской программы «Лето детям». Как сегодня отметил Рустам Миниханов, комфортные и безопасные условия для жизни и развития детей и молодежи в приоритете. И по сути «Аргамак» — это пилотный проект в свете большой реновации детского отдыха в республике. Впервые в 21 веке в современной России построен лагерь с нуля, так скажем, на открытой площадке. Это не реконструкция, это не капитальный ремонт. И это решение может масштабироваться на всю республику. В Камском Устье до этого не было ни одного действующего места отдыха для детей. И тут сразу такой объект. В целом в Татарстане 94 детских лагеря вошли в республиканскую программу реновации. Где-то капремонт, где-то объекты строят с нуля. На всю программу выделено 7 миллиардов рублей. Одна из фишек лагеря — это, конечно, местоположение. У детей, которые приедут сюда отдыхать, точно будут классные фотографии, потому что именно отсюда, с этой точки и даже с окон некоторых спален открывается вид на место сливания Волги и Камы. Я могу точно сказать, что это самый шикарный, самая красивая база в Республике Татарстан. Вот. Есть одно место, где вид на Волгу. Мы там в будущем планируем поставить амфитеатр, и это будет прям бомба. И если горячая пора здесь начнется только в следующем году, в нескольких километрах от лагеря работа кипит. Работают, не покладая рук и не выключая двигатели механизаторы. Сегодня с ними встретился Рустам Миниханов. Сейчас в районе убрано 43% зерновых. Средняя урожайность 37 центнеров с гектара. Здравствуйте, Рустам Владимирович. Привет, дорогой. Как у нас техника? Отлично. Все работает, топливо есть. На поле и фермеры. В районе выращивают даже виноград. Рустам Миниханов оценил и сыры местного производства. Мы видим сыры, виноград не только в Татарстане, надо дальше продвигать нашу продукцию. Президент попросил и аграриев, и предпринимателей быть дисциплинированными, соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. С большими пожеланиями успеха и вашего здоровья. Разрешите нам двигаться дальше. Салават Ухмадуллин, Даниил Фаватов, ТНВ, Камско-Устинский район. 104 семьи в республике получат жилье по соципотеке по новой антикризисной программе. Это первоначальный взнос 5% вместо 10%. Напомним, эту меру помощи ввели по поручению президента Татарстана, чтобы поддержать семьи в период кризиса из-за пандемии. Кто еще может рассчитывать на льготные условия, расскажет Юлия Гоголева. Документы, сколько, недели, 2, может быть, пришлось побегать. Регина Сергеева из Челнов вместе с мужем воспитывает 3 сыновей. В конце сентября появится и 4-й. И все это время живут на съемной квартире. Многодетная мама работает в детском саду, супруг дальнобойщик. Новость о том, что в 2 раза снизился первоначальный взнос по соципотеке, для семьи стала настоящим подарком. Не раздумывая, решили брать 4-комнатную. Дом выбрали в поселке Сидоровка. Хотелось бы, до сентября все-таки заехать, потому что потом с маленьким ребенком переезд будет сложновато, конечно. И радостно, и волнительно, и переживательно, все вместе. А это уже Казань. Сотрудница бюджетной организации «Россельхозцентр» Светлана Кунаева. 9 лет вместе с мужем и 2 дочками она живет в однокомнатной квартире. В очередь на соципотеку Светлана встала 4 года назад. И только сейчас, благодаря антикризисной акции, смогла участвовать в конкурсе. В ближайшие месяцы семья получит ключи от новенькой 3-шки в Салават-Купере. Низкая ставка первоначального взноса – это очень удобно, во-первых. Получаешь эту квартиру и уже можешь переезжать, то есть выигрывать конкурс и переезжать. Такой возможностью уже воспользовались 104 семьи. Большинство из них в очереди на ипотеку стоят несколько лет. Не хватало денег на первоначалку. Благодаря антикризисному новшеству заехать в новое жилье они смогут гораздо раньше. По поручению президента для того, чтобы поддержать людей в столь непростое экономически сложное время, было решено снизить первоначальный взнос в 2 раза. До 5%. До этого у нас было 10%. Сейчас до 1 сентября семьи могут получить квартиру с первоначальным взносом 5%. До конца антикризисной акции от Госжилфонда меньше 3 недель. Но шансы купить квартиру со сниженным первоначальным взносом еще есть. Напомним, для этого нужно обратиться в администрацию района по месту жительства и как можно скорее предоставить весь пакет документов. Юлия Гоголева, Марат Зайдуллин, ТНВ Казань.
Его ждали почти 40 лет. Сегодня в Сабинском районе открыли новый мост. Его называют экологичным. Сооружение через реку Мёша не только соединяет сразу 3 деревни, но и фильтрует сточные воды. Скоро рядом достроят и новую дорогу. Об уникальных инженерных решениях и не только. Рамиль Шайдуллин. Над селом разносится праздничная молитва. В Кызыл-Меше сегодня настоящий праздник. Впервые за долгие годы идти через реку селяне могут без опаски по новому железобетонному мосту. Очень ждали. Мост получился замечательный. Просто на высшем уровне, можно сказать. Их радость можно понять. Мост имеет особое значение для жителей сразу нескольких деревень. Теперь легко можно добраться до магазинов и ФАПа. Порой даже боялись проезжать по машине, не случится ли что-нибудь, думали. Прежний мост был построен больше 40 лет назад. С годами конструкция ветшала настолько, что не помогал даже ремонт. Каждый год надо было ремонтировать, что в форме держать в безопасности. И год назад здесь начали большую стройку. Новый мост по республиканской программе строительства дорог. Сложность была в том, что вот этот мост, он вписан на вираже. И мы водные препятствия пересекаем не под прямым углом, как обычно делается, а тоже под углом. Новый мост пролегает через реку Мёша. Это природоохранная зона. Поэтому он не только не навредит природе, но и даже будет помогать ей. Во-первых, теперь укреплены берега. Во-вторых, будет фильтроваться вся стекающая с моста вода. А в Сабах строится новая дорога. По ней можно будет доехать до Сатышева. Прежняя была почти разрушена. Эта дорога сдана в эксплуатацию в 90-е годы. Сейчас уже участок дороги не соответствует сегодняшним требованиям. Видимости не было. Сначала это старую дорогу сняли, там асфальт, щебеночное основание было. Сейчас я уже срезаем землю. Где надо срезать, срезаем, а где это необходимо уже насыпь, там насыпь делаем. Дорогу строят по президентской программе капремонта. В этом году она затронет почти 300 километров путей. В Сабах уйдет год, чтобы сдать дорогу под ключ. Но первые машины, говорят дорожники, запустят уже в октябре. Рамиль Шайдуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Сабинский район. Таксисты раньше боялись брать заказ, теперь приезжают с удовольствием. В Альметьевске закончили ремонт в одном из дворов города, где его не было более 40 лет. Новые архитектурные формы, футбольная площадка и широкие тротуары. Все в рамках масштабной республиканской программы «Наш двор». Преобразование сегодня оценил и председатель Госсовета Фарид Мухамедшин. Он приехал на сессию района. И для этого было много юбилейных поводов. В зале ветераны войны, строители, труженики тыла, почетные граждане, нефтяники. Это те, кто работал на развитии не только Альметьевска, но и всего Татарстана. Флаг столетия ТАССР встречает аплодисментами. На торжественной сессии района и председатель Госсовета Фарид Мухамедшин. Татарстан к своему столетию, несмотря на все сложности, о которых, наверное, еще сегодня будем говорить, пришел уверенно в числе лидеров российских субъектов, регионов Российской Федерации. И, надо сказать, вклад альметьевцев в это дело был очень и очень значительный. 90-летие образования района, 70-летие Татнефти. За это время добыто более 3 миллиардов тонн черного золота. В развитие ТАССР Альметьевский район внес огромный вклад, подчеркнул Фарид Мухамедшин. Без нефтяной, хребтовой отрасли народного хозяйства нашей республики нам бы не удалось решить такие грандиозные задачи, которыми сегодня мы гордимся. Но главное в летописи – это люди и все, что делается для людей, отметил спикер парламента. Тому подтверждение новый проект «Урам-Тайм», куда он приехал сразу после сессии. 100 часов живой музыки, 100 километров истории в велоквесте, 100 мастер-классов. Все к юбилею ТАССР. Праздник сегодня и на улице Советской. Закончили ремонт двора. Малые архитектурные формы, футбольная площадка, широкие тротуары, подъездные пути, 80 парковочных мест. Все сделали по желанию самих жителей. Пожелания были, конечно же, вот это вот футбольную, волейбольную площадку. Очень хороший труд. Мы очень рады. Ни один таксист не хотел к нам заезжать. Они оставляли нас где-нибудь в углу. А сейчас хоть даже таксисты говорят, что наконец-то у вас дороги появились. Там был
колдобины, всякая всячина. И детям было как-то вот бегать, место очень даже нравится, что так сделали. Благоустроили двор по республиканской программе «Наш двор». 23 миллиона рублей на каждый такой двор. Очень благодарна вам за это. Но радости очень много, конечно. За 5 лет отремонтируют почти все 533 двора Альметьевска. А в этом году ремонт пришел в 1000 республиканских дворов. Как их обновить, решают сами жители. Наталья Мезина, Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Огненный Леонид Слуцкий после красной карточки или как казанцы начали сезон скандальным матчем. Подробности читайте в интернет-газете «Реальное время». Это новости Татарстана, и смотрите далее. Выборы ближе, активность выше. Чем сегодня занимались кандидаты в президенты республики, узнал Дмитрий Аренин. Дистанционное управление электричества без перебоев. По системе телемеханики мы можем по системе удаленного доступа отключить ячейку. Станцию электрических сетей с самыми современными решениями увидела Юлия Муратова. Сейчас предвыборная кампания вступила в активную фазу. Меньше месяца остается до выборов президента Татарстана. Кандидаты и их штабы готовятся к агитации. Начались встречи с избирателями, раздача листовок на улицах и подготовка к дебатам в СМИ. Все детали предвыборной гонки у Дмитрия Аренина. Сувенирная амуниция на удачу, серьезное обсуждение предстоящей выборной кампании. Сегодня кандидат в президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с членами своего штаба и доверенными лицами. Это известные деятели спорта, искусства, руководители предприятий, ветераны. Люди, внесшие значительный вклад в развитие республики. Наша задача, стратегия 2030, она понятна. Значит, за счет развития экономики мы будем развивать нашу республику, повышать качество жизни наших граждан. Самая главная задача – это качественное образование, здоровье наших граждан, значит, перспектива будущего. Вот эти вопросы, они очень важны. В списке доверенных лиц 23 человека. Им предстоит участвовать в дебатах и встречаться с избирателями. Задача рассказать, что сделано в республике и что еще нужно сделать. Частные клиники отстают от городских клиник Казани. 7-я МКДЦ – это прекрасные центры. Не время дилетантов. И не время ждать, когда те, кто придет, новые люди в управление, могут научиться. Эффективны только те управленцы, которые имеют уже сегодня значительный опыт, они могут быстро вести республику туда, куда надо. 10 лет назад, по вашему приглашению, я приехал. И было все по-другому, мягко говоря. За эти 10 лет прошло столько событий. Нас действительно знают в мире, к нам приезжают музыканты мирового класса. Сегодня они все говорят о том, что такое Казань, что такое Татарстан. В команде в Акбарсе у нас появился новый герой, капитан Татарстана. Его роль была у меня, но только на льду. А в настоящей жизни настоящим героем являетесь вы, Рустам Нургалиевич. Рустам Минниханов поблагодарил свою команду за доверие. Это моя республика, да, я здесь родился. Если я что-то могу сделать для своей земли, для своих людей, конечно, я буду делать все. В штабе кандидата от коммунистов России Альфреда Валиева с утра комплектовали набор для своих агитаторов. Днем волонтеры разносили газеты и листовки по почтовым ящикам в многоквартирных домах. По Казани работаем. То же самое у нас работает активно в Набережных Челнах. В Чистополе работают, газету раздают. Листовки, газету раздают. То, что у нас какие есть средства, мы вкладываем в основном в агитацию печатную. Либерал-демократ Владимир Сурчилов готовится к теледебатам. В штабе переводят слоган на татарский язык. Агитаторы получили результат тестирования на коронавирус. Все люди, которые у нас задействованы в избирательном процессе, еще раз говорю, прошли тестирование на коронавирус, не болеют, но все равно количество контактов мы сведем к минимуму. Сторонники кандидата от «Справедливой России» Альмира Михеева сегодня начали уличную агитацию. Предстоит раздавать печатную продукцию. В городах наши агитаторы будут раздавать листовки. Такой вид агитации у нас будет продолжаться до конца предвыборной кампании. Кандидат от партии «Рост» Олег Коробченко готовится участвовать в дебатах на телевидении. Также его штаб проводит встречи с избирателями. В каждом районе
наши предприниматели не организуют встречи с руководителями предприятий, МСП, с ними обговаривают. 15 августа стартует агитация в СМИ. Предвыборные ролики и дебаты будут транслироваться на телеканале ТНВ и в эфире Болгар Радиосы. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Теперь свет в доме не погаснет. Сегодня в Верхнеуслонском районе открыли новую подстанцию. Ее мощности хватит, чтобы обеспечить электроэнергией не только местных жителей, но и более 100 тысяч казанцев. В республике этой станции по уровню автоматизации нет равных. Юлия Муратова увидела масштабы и перспективы. Установили недавно. Эти интеллектуальные счетчики семье Тюриных, как и другим жителям Верхнеуслонского района, установили буквально 2 недели назад. Если раньше, чтобы сдать показания, нужно было идти на почту, то сейчас все данные передаются автоматически. Автоматически записывают и все перечисляется. Теперь и электричество будет бесперебойным. Сегодня в районе для этого открыли новую автоматизированную подстанцию. Даю команду на вкатывание тележки выключателя в рабочее положение. Управлять новой подстанцией можно дистанционно. Сегодня энергетики это продемонстрировали премьеру Алексею Песошину. Несколько кнопок и сигнал из Буинска активировал новые мощности. На автоматизированном рабочем месте у нас выведена схема, с которой управляется подстанция 35/10, на уровне 35/10. Диспетчер буинских сетей может наблюдать процессом выката и вкачивания ячеек 35 и 10 киловатт. А это, как говорят работники премьеру, мозг подстанции. Каждый из ячеек отвечает за конкретный участок, поэтому выяснить, где произошел сбой, можно в считанные секунды. По системе телемеханики мы можем по системе удаленного доступа отключить ячейку, то есть находясь уже, диспетчер может находиться в другом месте. Благодаря всему этому на устранение неполадок будет уходить в разы меньше времени. Уровень жителей населения растет. Сейчас невозможно человека отключать на часы, без предупреждения, без согласования. Как же так? Потребитель сегодня платит свои деньги, да, он платит же, он должен получить качественные всегда. Сейчас работа идет под напряжением. Без отключения люди работают. Эта подстанция первая в республике с таким уровнем автоматизации. Ее мощности хватит даже на казанцев. Подстанция обеспечит дальнейшее интенсивное строительство промышленных объектов, индивидуального жилья в районе. Здесь применено много технических решений, направленных на снижение аварийности, повреждения оборудования. Все сделанное увеличит надежность, улучшит качество. И все это еще не предел возможностей подстанции. При росте населения района и новой застройки ее мощность можно увеличивать. Юлия Муратова, Ринат Сафин, ТНВ, Верхнеуслонский район. За 5 лет Казань вошла в топ-5 самых чистых городов мира. Итоги пятилетки подвел Илья Сурнетшин на завершающей сессии Казгордумы 3-го созыва. За эти годы, по словам мэра, Казань сделала серьезный прорыв в строительстве. Стала флагманом среди российских городов по капремонту жилого фонда, дворцов культуры, подростковых клубов и детских лагерей. На карте города появились десятки новых социальных объектов. Казань стала городом высокотехнологичной медицины и здорового образа жизни. Современный облик приобрели 98 парков и скверов, ставших излюбленными местами отдыха жителей и гостей столицы. Казань вошла в 5 самых чистых городов мира и по состоянию дорожного городского хозяйства заняла 1-е место в России. Мэр также отметил, депутаты 3-го созыва внесли большой вклад в обновление и достижение столицы. Итогом пятилетки можно назвать и новый статус Казани – это спортивная столица. Здесь прошли чемпионаты мира по футболу и водным видам спорта, чемпионат WorldSkills, а недавно она удостоилась звания «Город трудовой доблести». В завершении сессии Сурнетшин наградил государственными и городскими наградами тех, кто все это время трудился ради таких достижений. В Татарстане заработали мобильные поликлиники. Во время пандемии они не выезжали в районы. Сегодня 3 из 4 машин здоровья находятся на местах временной дислокации. Это Челны, Спасский, Зеленодольский районы. Одна из поликлиник сегодня принимала жителей села Северные Нурлаты. Алия Харудинова о том, как сельчане ждали возвращения городских врачей. Что вас беспокоит? Какие жалобы? Наиль Садреев ровно 2 года назад перенес операцию на сердце. Уже собирался в Казань на плановый осмотр к кардиологу, но мобильная поликлиника его опередила. Мобильная поликлиника вот это очень удобно нам, очень удобно. И в России отлично, оказывается, вот, приняли как эти своих. Так лучше? Сегодня в селе Северные Нурлаты Зеленодольского района принимают 3 специалиста – окулист, кардиолог, невролог. В следующий приезд будут гинеколог, уролог, сосудистый хирург. Тут рядом, близко. Сегодня утром подъедешь, и к обеду уже ты все
все специалисты пройдешь. К слову, выездные пункты здоровья начали свою работу еще год назад в Тетюшском районе. Тогда с работой мобильной поликлиники лично ознакомился президент Рустам Минниханов. Ведь это было его поручение – обеспечить доступность медицины в глубинке. Задача врачей – проконсультировать. На прием к ним попадают в основном те, кто находится на диспансерном учете. 6400 населения у нас взрослого населения. Из них где-то на диспансерном учете это половина, 50% уже стоит на диспансерном учете по разным заболеваниям. Врачи приезжают с крупнейших медцентров Татарстана. Это РКБ, 7-я горбольница Казани, 5-я горбольница Челнов и Альметьевская ЦРБ. Как только поток сформирован, мы видим, что как бы набрано минимум пациентов для определенного узкого специалиста. Этот узкий специалист выезжает в составе мобильного комплекса и начинает прием пациентов. Помимо того, что мобильная поликлиника полностью оснащена современным оборудованием внутри, снаружи тоже есть что показать. К примеру, эти колеса. Это означает, что машина вездеход, а значит проедет в любую деревню по любому бездорожью. Есть в Татарстане деревни, где нет даже ФАПов. В республике 1359 поселений с жителями менее 100 человек. У автопоездов здоровья график передвижения уже составлен. К примеру, этот в Зеленодольском районе будет стоять еще 1,5 недели. Дальше Пестрецы, Высокая гора, Балтаси. Алия Хайрудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Зеленодольский район. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Здравствуйте! В студии София Егорова. О погоде после полезной информации. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание, 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. Покупай выгодно в аптеках Икона, аптеках от склада и бережных аптеках. Нурофен Экспресс 219 рублей, Тантум Верде 259 рублей, Троксивазин 349 рублей. Покупай выгодно в аптеках Икона, аптеках от склада и бережных аптеках. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. С 1 по 31 августа в аптеках Икона, аптеках от склада, бережных аптеках проходит акция «Покупай выгодно». Берегите себя. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево с утра и до вечера возможны осадки. Днем плюс 20-21 градус. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге также сыро, плюс 18 градусов днем. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше возможны осадки и плюс 18-20 градусов. В Арске, Кукмаре и Балтаси пройдут дожди, днем будет совсем прохладно, не выше плюс 15. В Болгаре, Дрожжном и Буинске сыро, из дома лучше выходить с зонтом. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше небо затянет облаками, возможны небольшие осадки и до плюс 20 градусов днем. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт продолжает набор на 2020-2021 учебный год по следующим направлениям подготовки. Журналистика, лингвистика, теология. Документы принимаются до 14 августа. Телефон в Казани 251 01 55. Мне уже удаляли грыжу позвоночника и снова направляют на операцию. Что делать? Доктор Ост лечит позвоночник по передовой технологии. Без операции. Грыжа сама начинает втягиваться на место, освобождая пережатый нерв и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани будет дождливо. Ночью около 15 тепла. Днем плюс 17. Ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба. Влажность воздуха 91%. Магнитное поле Земли спокойное. Ипотека от 6500 рублей в месяц. Квартира в Казани от Акбарс-Дом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани 295 4 семерки. И на сайте akbars-dom.ru. Учись в Казани, живи с Акбарс-Дом. Квартиры в ипотеку от 6500 рублей в месяц. Звони 295 77 77.